У сотрудников этого детского сада работа есть всегда. Летом, пока нет детей, нужно привести в порядок площадку, покрасить горки, песочницы, детский городок. Причем все это нужно успеть за очень короткое приполярное лето. Позволяет погода. Тепло, хорошо. Самое то, что красить, делать другие работы. Еще мы будем ремонтик делать, в садике там покрасим что-то. Здесь уже вот немножко нам осталось. Так, в принципе, все сделано. У нас всегда гармония и уют, говорит заведующая детским садом. Это прежде всего заслуга коллектива. На работу, как домой, по-другому в дошкольном образовании никак, уверена Эмма Леонова. А еще воспитателям помогают родители. Работа с родителями, она очень много значит, потому что как мы сработаемся с родителями, так мы будем работать и с детьми, и так дети будут относиться и к нам, и к своим родителям. Они нам очень много помогают. По первому зову что-то надо сделать, снег убрать, покрасить, постройки сделать зимние, потому что у нас всегда зимние постройки делаются. Они все по первому зову, особенно папа, кстати. Так что вот говорят, что папа мало помогает. Нет, папа помогает много. Участвовать в российском конкурсе здесь решили случайно. Понимали, конкуренция будет серьезная, ведь заявились лучшие столичные детские сады. Голосование за 1000 сильнейших шло на специальном сайте. И именно здесь интернет-публика и оценила все достижения небольшого провинциального дошкольного учреждения. Для имиджа детского сада, для выбора родителей и для осознания, что они ведут своего ребенка и отдают его в надежные руки, и это признано на уровне всероссийском, это очень важно, конечно. Это дает свои результаты и стимулирует педагогов к своему развитию дальнейшему. Это тоже очень важный момент для того, чтобы двигаться дальше в нашем образовании. В списке 1000 лучших детских садов также учреждения Усинска, Ухты и Сыктывкара. Столица Коми в неофициальном зачете лидер. В российском топе сразу 9 местных дошкольных учреждений. Анастасия Тюрина, Виктория Палкина, Вячеслав Беспалов, телеканал Юрган.